Хайрлы кун, с вами учитель казахского языка. Сегодня мы на уроке будем изучать слова с 41 до 48. Повторите за мной слова. Тушить, вышер, вышер, гореть, жан, жан, спать, юхта, юхта, просыпаться, оян, оян, дарить, сила, сила, красть, орла, орла, шить, тык, тык, резать, кес, кес. Еще в моих предыдущих уроках, последние 3 урока мы усердно занимаемся, как использовать эти слова-глаголы в 3 времени. Если вы случайно открыли это видео, то вам лучше посмотреть предыдущие уроки и научиться, как использовать эти слова. Ладно, сегодня я дам несколько примеров и попрошу ответить на русский язык. Слово «орла» – это «красть». И как же это слово переводится при склонении к этим временам? Отвечайте, после проверяйте правильные ответы моим правильным ответом. Ладно, урлайсың будет правильный ответ. Урлай, вот видите, сын. То есть сен, урлайсың, ты будешь красть. Дальше едем. Урлап жатыр. Правильный ответ. Вот. Ол урлап жатыр. Он крадет. Так эта схема работает. Дальше едем. Урладыңыз. Правильный ответ. Прошедшее время. Сіз, вы. Урладыңыз. Почему я сіз не даю, вы крали, да? Что, как бы загадка быть. Если я скажу, что вы, вы сразу догадаетесь. Ладно, урлап жатырмын. Подсказка, мен урлап жатырмын. Правильный ответ, я краду. Вот, мен урлап, опять, жатырмын. Вот он. Последнее слово, урлады. Правильный ответ, ол урлады. Вот опять здесь заканчивается. Эта схема очень важна. Как и в школе мы изучаем в 4 классе таблицу умножения, то же самое это умножение языка, использование глаголов. Если вы эту таблицу не научитесь использовать, то у вас грамотного не можете вы разговаривать. Вам тяжело будет учиться грамотно разговаривать. Ладно, повторите новые опять слова и после приступайте к тесту.
Птица будет қос, спать, уюқта, настоящее время П, жатыр, құс ұйықтап жатыр.